В окружной администрации столицы прошло совещание по оснащению противопожарной сигнализации деревянных жилых многоквартирных домов. Основными причинами пожаров, согласно статистике, являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки, а также нарушение правил эксплуатации печей. Для серьезного улучшения ситуации в данной сфере требуется массовое оснащение деревянного многоквартирного фонда системами оповещения о пожаре. По состоянию на 1 января 2019 года из более чем 1800 деревянных домов системами сигнализации оснащено в общей сложности 94 дома. Из них 42 имеют вывод сигнала на ЕДДС, 52 системы автономные. По вопросу установки пожароохранной сигнализации сразу хочу подчеркнуть, что прямого требования законодателя на установку вот этих систем в деревянных многоквартирных и в индивидуальных жилых домах нету. Но есть рекомендации Главного управления МЧС России, Госпожнадзора, окружной администрации города Якутска жителям по применению вот этих вот систем. Значит, цена их варьируется, там, я не знаю, от 250 рублей, это индивидуальный извещатель, который работает на батарейке и срабатывает на дым, на температуру, подает звуковой сигнал, так, чтобы человек, если он спит или находится в другом помещении, мог услышать, вовремя среагировать. И до систем, которые передают сигнал о пожаре непосредственно уже на пульт пожарной охраны. Тем самым привлечение служб пожаротушения осуществляется без участия человека. Сигнал тревоги прозвучал, пожарные расчеты выехали. Чем быстрее поступит сигнал о пожаре, тем быстрее будет реагирование. Соответственно, пожар не успеет развиться, будет минимальный ущерб. Мы сумеем избежать и гибели людей, и снизить травматизм при пожаре. Руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Виталий Чикачев проинформировал о работе предприятия за предыдущий период и предстоящий. При наличии финансирования существует возможность оснастить системами оповещения за 3 года около 800 деревянных многоквартирных домов. Стоимость оснащения одного дома системой оповещения с выводом на ЕДДС оценивается в 38 тысяч рублей. Кроме того, имеются более доступные варианты противопожарной сигнализации стоимостью от 5 до 8 тысяч рублей. Заместитель главы города по финансам Михаил Воробьев проинформировал совещание об источниках финансирования. Во-первых, это средства резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, на эти цели можно направить часть муниципальных субсидий, предоставляемых управляющим компаниям, обслуживающим деревянный жилой фонд. Кроме того, часть средств будет предусмотрена при уточнении бюджета города на 2019 год в феврале. На заседании никто не озвучил все-таки, сколько муниципальных квартир в деревянном фонде города Якутска. А это напрямую относится к размеру финансирования на пожарную сигнализацию. По стоимости пожарной сигнализации мы обратились в региональное представительство добровольной пожарной дружины России по Якутии. Нас интересовала сигнализация, которая по цене доступна населению. Доступные сигнализации пожарные для людей, так скажем, небольшого достатка. Есть такие модификации? Да, конечно, есть извещатели дымовые пожарные. Называется он, соответственно, ИП-212-142 и их аналоги. Они стоят недорого, в пределах нескольких сотен рублей. В принципе, они доступны. С чем они так интересны, и где мы, в принципе, их устанавливали? Устанавливали, соответственно, в жилых домах для малообеспеченных семей абсолютно бесплатно. Соответственно, чем они так хороши? Здесь есть оптическая камера, есть специальная электросхема, которая анализирует работу этой оптической камеры. Как известно, все то, что может находиться в объеме воздуха, пыль, может быть какие-то дым и так далее, оно попадает через эти отверстия в эту камеру, соответственно, там все это дело анализируется и подает соответствующий сигнал, звуковой и световой. И человек, даже находясь в состоянии сна, проснется, услышит этот звук и, соответственно, примет меры к эвакуации, к тушению пожара, если он вдруг возник, и так далее. Далее тут есть отсек для батарейки типа Круна. То есть этой батареи вполне достаточно для автономной работы, автономной, я подчеркиваю, то есть без каких-либо проводов, в течение до полгода. В дальнейшем, когда батарея заканчивает свою работу, требуется ее замена, ставим обратно Круну, либо ее аналог, закрываем, соответственно, ее. И сам прибор, он ставится на потолочное перекрытие. Здесь есть специальные 2 отверстия для его крепления. Либо
как иногда это бывает, верхней части стены. Ну, это уже как исключительный случай. Стоит он порядка, еще раз повторюсь, порядка 300 с лишним рублей. Но наука и техника не стоит на месте, поэтому появились приборы нового поколения, такие как IP21263A с функцией GSM. Чем они так хороши? Дело в том, что, как говорит нам инструкция к этому прибору, значит, сам извещатель пожарный крепится также на потолочном перекрытии. Есть специально для этого, соответственно, основа. Внутри данного прибора имеется отсек для установки сим-карты, обычной, которую можно приобрести у сотового оператора. Место для батарейки, которой хватает сроком на 3 года. Значит, и, помимо всего прочего, перед установкой есть алгоритм настройки этого прибора. Есть алгоритм, значит, необходимо с мобильного телефона набрать соответствующий номер сим-карты. Он ее запоминает, причем запоминает несколько номеров. В дальнейшем ставится на потолочное перекрытие определенным образом. Все это дело, есть места для крепления, 4 точки. И человек, допустим, уходит на работу, покидает место жительства, в принципе, дома может никого и не быть. При появлении дыма он проанализирует, соответственно, сработает, даст световой звуковой сигнал, а также даст оповещение на те сотовые телефоны, с которых был изначальный звонок. Причем он запоминает очень много номеров телефонов. Плюс вот таких приборов можно поставить на группу помещений до 9 и более приборов. То есть если один прибор сработает в группе, то вся группа тоже даст сработку. При этом дозвон и смс-оповещение будет доставлено на все те сотовые телефоны, с которых был изначальный звонок. То есть получается, что это в своем роде интеллектуальная система, которая не просто просигнализирует в помещении, в которых он стоит, но еще и даст дозвон на сотовые телефоны. И сколько такая ценовая политика? 4 с лишним тысяч рублей один прибор. Цена, в принципе, сама себя оправдывает в силу того, что это все-таки новинка, это в своем роде ноу-хау, это возможность дистанционного оповещения на большие расстояния о происшествии, ну, допустим, о нештатной ситуации, о загорании, там, о пожаре там, и так далее. То есть сам прибор достаточно очень интересный, и время от времени, вот, в первую очередь, те, кто проживает в частном секторе, может быть, в квартирах проживает, там, где изначально не было установлено пожарной автоматики, они их приобретают. Есть, значит, интеллектуальная система тушения пожаров, так называемый AST-15, цифра указана в литрах, то есть есть розеточный AST-R, то есть для розеток, да, есть AST-15, 25, 45, 60 на 125, и максимальный AST это AST-180. Значит, для чего она нужна? По сути, область применения это электрощиты, это корпусное электрооборудование, а также сейфы. То есть, к примеру, у меня есть сейф, я хочу его защитить, у меня там лежат важные документы. Либо есть электрооборудование, автоматы, счетчики, ну, вернее, автоматы, электрощитки, допустим, и так далее. Что мы должны для этого сделать? Ну, мы должны начать с того, что здесь имеется внутри пластина, она гибкая, то есть можно устанавливать ее под любой угол. Соответственно, пластина содержит антипирен в микрокапсулах. Что мы делаем? Вот я покажу, могу показать на примере. Вот. Если у меня есть, допустим, электрощит, ну, предположим, это электрощит, я хочу его обезопасить. Для этого, ну, рассчитав, соответственно, по соответствующей формуле, да, его объем, мы приходим к выводу, что вот этого объема вполне достаточно. Открываем упаковку, там, соответственно, имеется пластина. Значит, клейкой основой прикрепляем верхнюю часть электрощита над контактной группой, грубо говоря, да? Вот здесь вот посередине. Закрываем этот щит. То есть наша пластина должна находиться строго посередине верхней части этого щита. В случае, если возникает загорание внутри этого щита, либо там, может быть, автомата и так далее, что происходит? Раскрывать упаковку мы не будем, я просто объясню. Значит, температура будет действовать на саму пластину. Гранулы, которые находятся внутри ее состава, они будут разрушаться. И будет образовываться аэрозоль, который будет тушить огонь внутри вот этого корпуса. То есть получается, сами гранулы будут раскрываться и тушить объем, указанный здесь в этих цифрах. Конечно, муниципальные власти примут финансовое решение, но когда оно будет выполнено? Поэтому мы просим жильцов самим позаботиться о своей безопасности.